Привет, меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся сейчас на Эжвинских дачах. Начали строить одноэтажный дом из бруса. Стартанули, это у нас итог за несколько дней. Слаженная команда, мощная, поэтому у нас есть что показать и рассказать. И в этом выпуске я расскажу о технологии строительства. Не только, что он строится, это само собой, что он строится, а как он строится. Это очень важно. Быть убежденным, что строится шикарно, и от этого кайфовать. Пойдемте, покажу весь процесс строительства. Вот мы берем обычный брус. Смотрите, кстати, вот на балке у нас 100 на 200, вот доска на стропила. Вот там брус на стены, обычный 150 на 150. И вот мастер кое-что делает. Пойдемте покажу, расскажу. Вот мы берем обычный брус. Видите, он шершавенький такой. Видите, да, какой? Шершавенький. И начинаем его вот строгать рубанком, чтобы он был гладкий. И в данном случае мы это делаем с наружной и с внутренней стороны. Нашему заказчику не потребуется в ближайшие годы внутренняя и наружная отделка. Это значительная экономия. Сейчас отделочные материалы очень дорого стоят. И это надо учитывать. Поэтому мы строгаем брус с двух сторон. Идем дальше. У нас дом на железобетонном фундаменте. Это фундамент 150 на 150. Вот такие мощные, надежные сваи железобетонные, армированные. Вся мощь и надежность с них. Посмотрите, как они выглядят, да? Шикарно. Дальше идет мощный брус 200 на 200 большого сечения, который распределяет массу, в данном случае небольшого дома, на данные сваи. Дальше опять здоровый брус 150 на 200. Вот этот второй. Для чего? А мы туда впиливаем балки, половые лаги. Тоже большого сечения, которые не прогибаются на длину пролетов 4,5 метра. Тоже мощь и надежность. Никакой экономии нету. Еще замечу, что вся стыковка обвязочного бруса идет только по центрам сваи. Снизу крепится оголовник. Вот оголовник крепится глухарями, это видно. Рубероид как гидроизоляционный слой, потому что бетон может набирать себе влагу, и чтобы эту влагу не передавать потом на брус, и чтобы брус в дальнейшем не гнил, идет гидроизоляционный слой, несколько слоев, в данном случае рубероида. Так, лаги. Посмотрите, как аккуратно они впилены. Видите, все четко, аккуратно. Это лаги 200-го сечения. Как мне их показать вам более детально? Вот они. Вот такие большие. Вот они, большого сечения. Видите, какой здоровый брус? Очень большой. Следовательно, вы 20 сантиметров сможете сделать... О, вот тут виднее. Вы сможете сделать 20 сантиметров утепления пола. Вот здесь будет 20 сантиметров. Ноги будут в тепле. Пятнашки не хватает. По опыту могу сказать. Это очень важно. И обратите внимание, сколько крепежных элементов. Видите, всякие уголки. Тут, наверное, не видно.
Не видно. Не видно. Мы применяем еще много строительные скобы, применяем усиленные уголки, глухари вот такого диаметра. Это все для надежности, все для вас, чтобы было максимально все надежно. Это все стараюсь показать, успеть. Это все скрытые работы. Я считаю, что вы должны это видеть. Вы же заказываете работу, вы должны быть убеждены в качестве. Стараюсь показать, но не всегда успеваю, потому что темпы высокие, быстро строим. Вам же надо понимать и сравнивать, чем отличаются дома разных строительных компаний. То есть дома чисто внешне могут выглядеть одинаково, но как они построены и сколько они простоят, это уже большой вопрос. И этот вопрос зависит от того качества, от того старания, которые вложили уже непосредственно строители. Так, идем дальше. Вот стены, посмотрите, как выглядят изнутри. Красота, благородство. Блин, мне очень нравится. Мне очень нравится. Смотрите, как они выглядят. Вау. Гладкие, красивые. Для себя еще взять шлифмашинку, шлифануть в идеал, что вообще идеально все было. Ну и все, и под лак, там лак, лазурь, чем хотите, масла. Будет очень, блин, будет, я представляю, как это будет очень красиво, благородный вид. Блин, как это можно красиво все обыграть. И самое интересное, отделочный материал нынче стоит очень дорого, это на полном серьезе. Дешевле выходит просто сделать острожку. Я строил себе дом, первые, и я себе не делал. Ну, у меня не было на тот момент такого опыта, это еще 2014-2015 года. Если бы строил себе дом, я бы 100% сделал острожку, хотя бы с внутренней стороны. По наружке я себе все равно буду это дело утеплять 10 сантиметрами, так как у меня дом жилой, я себе жилой построил. Но с внутренней стороны, первые годы, например, у меня не было денег на внутреннюю отделку полноценную. То есть я занимался коммуникациями, окна, двери, утепление. То есть деньги улетают, потому что объем-то дом большой. То есть площадь стен, площадь полов, это суммируется, то есть это затратно. Электрика, отопление, водоснабжение, канализация. То есть, так чувствуется по деньгам. Поэтому отделка, она подождет. Посмотрите, как красиво это уже выглядит. Представляете? Можно же уже использовать. Это же круто. Вы же дом себе строите, это же не квартира, где все в гипсокартоне, в штукатурке и в обоях. Дом тем и значим, что тут должна быть атмосфера дома. Не атмосфера квартиры городской, нет. Здесь должна быть атмосфера дома. Я у себя сделал элементы атмосферы дома. Это очень важно. Придя в квартиру, вы попадаете в квартиру. А придя в дом, в частный дом, вы попадаете в частный дом. Отличие должно быть. Я хочу, чтобы вы это знали. Это превратите дом в квартиру. Потом будете чувствовать, что не то, что-то не хватает. Идем дальше. Покажу наши узловые элементы, нашу коронку. А мы пилить умеем. Опыт очень большой. Мы построили не один дом, не два, не три, не 5, не 10, не 17, не 50, не угадали. Сколько? Не 80, не угадали. Не 100, не угадали. Не 150. Построили уже суммарно домов, уже больше 180. Я думаю, в этом году у нас будет 200 домов. Мы сделаем эту отметку в 200 домов. Понимаете, какое колоссальное количество? Мы построили целый поселок в Республике Коми. Вот идет работа. К этому я вернусь, все еще покажу. Но сейчас покажу элементы, от которых и зависит качество строительства. Качество вашего будущего дома. Посмотрите на узловые элементы. Видите, сначала все прочерчивается, а потом пилится. Он чуть-чуть выпирает, но он сядет следующим брусом, потому что он немножко вертолетит его прижмет. Дальше. Если кто вопросы задавал такие в голове. Так, идем дальше. Посмотрите, как все четко сделан пропил. Видите, все аккуратно. Сейчас покажу другие узлы. Видите, как все шикарно, все под карандашик, все очень герметично.
Сейчас покажу. Видите, след от карандаша есть. Фокус ловись. Вот, четко. Четко, 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 четко. Видите, след от карандаша есть, если присмотритесь. И здесь след от карандаша. Все видно, все очень аккуратно. Поэтому и в притирочку, поэтому так и сидит четко. Ну и на геля с каждой стороны. Здесь еще просто нету, еще не делали технологические отверстия. Процесс идет. Посмотрите, какой шикарный дом мы строим. Смотрите, какая красота. Одноэтажный дом с каким крылечком, большой просторной террасой. Шикарно, шикарно. Покажу планировку. Посмотрите, как выглядит дом. Вот мы попадаем на крылечко. Спокойно кладем сумки. Крыльцо крытое. Спокойно открываем дверь. Дождик. Снег нам за шиворот не падает. Проходим дальше в тамбур. Тамбур нужен, чтобы теплый воздух при нашем северном климате не выходил резко из дома. Это очень полезно. Круто. Практично. Дальше котельная. Шикарно. Котельная. Она находится рядом со входом. То есть дрова, пелеты занесли. То есть это все-таки грязь заносим. Занесли. И в доме чистенькая. Блин, шикарно. Идем дальше. Здесь уже холл. Раздеваемся вот здесь. Холл это уже чистая зона. Санузел в районе, в чистой зоне находится. Спальня. Шикарно. Кухня, гостиная. И еще одна спальня. И большая просторная терраса для кайфа еще. Вот такая шикарная, интересная планировка дома. Посмотрите, как получилось. Видите, черта, карандашик. Все четко. Все под карандашик. Все очень аккуратно. И здесь тоже сбоку, если посмотреть. И вот здесь сбоку, если посмотреть, тоже, видите, все четко под карандашик. И здесь внутренний запил тоже идеальный. Прекрасно. Это прекрасно. Сейчас кто не понял, вот этой маленькой щепочкой, вот этой, которая здесь, мы вывели в идеал просто стену. Видите, стыка нету. Вот для этого забивается маленькая такая щепочка. Камон. Покажи, где криво. Ровно? Со шнурочки. Ага.
Вот эти крестики – это места будущих нагелей. То есть мастер заранее чертит те места, где будут делаться нагеля, чтобы нагель текущего бруса не попадал на нагель, забитый в предыдущий брус. Это очень важно, чтобы была нормальная усадка дома. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом, вы знаете, куда обращаться. К нам. Мы вас ждем. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем, посчитаем. На этом все, вы идете домой. На полном серьезе. Все, уходите. И думайте, принимайте решение. Будем рады, если выберете нас. Будем рады построить также качественно, ответственно дом вашей мечты. До встречи. До встречи.